Чикачен, пиши без знаков. Молодец. Еще. С возвращением учащихся жизнь в школе имени Федора Белова забурлила в буквальном смысле этого слова. 3 месяца ушло на восстановление образовательного учреждения. И, наконец, 1 декабря учебный процесс возобновился. Мы учились в гимназии. Скажи, пожалуйста, а с каким настроением вы вернулись в свою школу? С радостным настроением, Почему? потому что она нам роднее. В каких условиях вы учитесь? Первый день было холодно, А сейчас как? сейчас тепло. Когда учительница сказала то, что мы пойдем в свою школу, все сразу закричали во второй школе в гимназии «Ура!». Но мне кажется, то, что наш класс стал лучше намного. Заветного дня ребята ждали с большим нетерпением. Для того, чтобы учебный процесс не прерывался, ученики и учителя 12-й школы были распределены по 3 учреждениям – гимназия, лицей Рандык и Башкирский лицей имени Рамазана Умедбаева. Хочется выразить огромную благодарность. Это учительскому коллективу администрации гимназии, лицея Рандык, 13-й школы Башкирского лицея, потому что они пошли нам навстречу, создали все условия. Мы знаем, что в гимназии у нас даже некоторые классы были вынуждены перейти во вторую смену, чтобы наши малыши, первые классы, не нарушая санпин, требования санпина, учились, обучались в первую смену. Также в 13-й школе мы знаем, что 5-й и 9-й классы должны учиться в первую смену. И пошли навстречу нам, выдали помещение. Все учебные кабинеты приведены в порядок. Уроки ведутся по каждому предмету, вплоть физической культуры. Ученики обеспечены горячим питанием. В этом году у школы 1 выпускной класс. Для 11-классников немаловажным стало то, что итоговые сочинения по русскому языку они писали в родных стенах. Кстати, все 25 выпускников получили зачет, а вместе с ним и допуск к единому государственному экзамену. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.